Новейшие разработки в области ветеринарии представили сегодня в Сыктывдинском районе на 5-й научно-практической конференции. В ней принимают участие айболиты из Коми, Москвы, Петербурга, Кирова и Нижнего Новгорода. Некоторые разработки очень заинтересовали специалистов. В этом убедилась Таисия Шляхтина. Конференция такого масштаба в республике проходит раз в 2 года, поэтому участники стараются как можно больше задать вопросов и представить как можно больше передовых технологий. Одна из них – так называемый навигатор стада. Он стал победителем конкурса в номинации «Лучший продукт» на выставке «Агроферма-2014». Передовая аналитическая система сама выявляет коров, которым необходимо особое внимание, и позволяет предупредить возможные заболевания скота. Для ветеринаров большое подспорье. Еще одна серьезная тема – технический регламент, который вступил в силу 1 мая этого года. Он вводит новые требования к процессу убоя и производства мясной продукции. Он тоже очень важен для нашей республики в плане повышения качества и безопасности продукции животного происхождения. Ну и ряд других вопросов. Скажем, здесь есть представители предприятий, которые будут рекламировать и не только рекламировать, но и давать объяснения, пояснения по тем препаратам, по каким-то дезинфицирующим веществам, которые сегодня получили уже признание в Российской Федерации. Заболевание, которому пока не может помочь ни один препарат – африканская чума свиней. Эту проблему ветеринары никак не могли обойти, ведь побороть вирус не получается. И в России регулярно фиксируют случаи заражения. Зарегистрировано 67 случаев вспышек африканской чумы свиней. Это 2 крупные вспышки. В основном это кабаны и в частных подворьях заболевают животные. И 2 крупные вспышки это в Туле и, в Тульской области это ТО Лазаревская. Метод единственный – уничтожение всех свиней, поскольку, средств специфической профилактики при этом заболеваний нет. При появлении очага заражения незамедлительно вводятся карантинные меры. Они могут охватить территорию радиусом до 150 километров. Всех свиней пускают под нож, а хозяйственные постройки сжигают. Карантин снимают только через 30 дней после уничтожения всех животных, а возможность разведения свиней в неблагополучном районе появляется только через год. Причем это минимальный срок. Ущерб, который наносит африканская чума свиней сельскому хозяйству и экономике, катастрофичен, но пока вакцины и лекарств от этой болезни нет. К счастью, конференции такого уровня могут хоть на шаг приблизить нас к решению этой глобальной проблемы. Таисия Шляхтина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.